Вообще-то тут была деревня под гордым названием Кронштадт. Весной тут надолго все кругом заливало, вода кругом была. По сути дела остров, как остров. А в деревне без картофельной ямы, ой-ой-ой, хреново. Что-то я подозреваю, типа картофельной ямы тут было, может даже не одна. Ну, сколько уже десятков лет прошло. Ладно. Вода на этом озере круто наполнилась водой. Да. Дожди так на нее повлияли, что ли. Без передых ушли. Река практически на метр поднялась. Поднималась, сейчас опускается. Воды на этом гэпе, озерке резко прибавилось, сильно прибавилось. Воды тут стало дофига, поэтому просто проверять надо в разных местах, где как что ловится. А тут хорошо спускаться, свободный спуск. Так, здесь попробую закинуть. Сейчас сначала попробую. О, крутовато тут. Угу. Ой-ой, ты куда? Подмечай. Да. Однако, интересное место. Ну, лето относительно длинное, будем переставлять и смотреть, где больше, чтобы знать, где в каких местах больше встречаются. Так, если я до воды спущусь, я тут залезу потом. Ну, проба не обман. Тут сухо было. Так, а тут чего? Яма туда идет. Жаркой погоды нету. Где они будут гулять? Поглубже или повыше? Где помельче? Так, а что гадать? Надо проверять. Практика критерий истины. Ну, куда? Не скользить. Стоять. Ну, караси, надеюсь, не предъявят претензию, что я мало хлеба им дам. Извиняюсь. Это я делюсь по-братски, блин. Половину, может даже больше им. Редиском. Так. Ну все. Зато подовый. С Изылкара привезенный. Ну, посмотрим сейчас. Коми караси должны гордиться. Столичный хлеб едят. Ай. Ну, реально, если караси, ни один карась не попадется, я подовый этот есть не буду, нафиг. Что-то не то, значит. Но я пошел закидывать. Слушай, Валерий Батькович, а у меня что-то интересное мысля мелькнула. Банка рыбная хотела отвезти домой, там мусорку выкинуть. А там масло, остатки, может, гымгу это самое, хуже вряд ли будет. Не будет. Но лишний запах будет карасям. Во. Какой-то. Во. До кучи проверим, где больше попадется. Потому что, наоборот, еще больше карасей соберется здесь. Тризну будут справлять по своему морскому брату кильке. Какая килька? Селедка? Сельдь Тихоокеанская? Натуральная? Справлять будут поминки. В смысле, их тут много будет? Наберутся полным-полным. Слушай, если много будет, надо веревку взять. Так, ну что, вроде все. Ну, с банкой не ловил еще рыбной. Ну, жизнь-то идет. Идет. Бурлит. Ну, что, ребята? Хотите попробовать, как пахнет селедка с маслом? Самое опасное сейчас
не карасей, а норка тут бегает. И вон там бабахтает запросто, что норка просто подплывала и сказала: пошел нафиг, мешаешь на карасе охотиться. Такую ловушку в легкую просто разломает. Было бы металлическое. Так, ну что, по часовой ходите или против часовой, а? Вопрос интересный. Ловить большая и маленькая. У меня дядя Костя всегда чем-то закрывал, ветками. По принципу, что под лески стараются зайти, карасики. Найдем, добавим. Блин, близко-то ничего нету. Одна хвоя. Стоять, не падать. Ладно, в другой раз. А то там и хлеба практически нету. Одовый какой-то, сыктывкарский. Да и елки с соснами одни там. Далеко таскать неохота. Переживут. Пускай на селедку реагирует. О, я смотрю, ты какую-то ягоду собрал. Надо по колечной душе Раненой. порадовать немножко. Ну да. Сейчас по дороге ты встретим, тоже что-нибудь соберу. Да, понемножку, может, и пожевать наберется. На вечер, по крайней мере. Ну ладно, хорошо, помаленьку. Идем домой. Надеюсь, не 1,5 часа будем идти. По крайней мере, отсюда дорогу-то знаем. Слушай, а у Черемухи вроде ягод нету в этом году. Интересно. Но обратно знакомая дорога. То бишь здесь знаем, где она идет. Это нам облегчит дорогу. Ну да, если что тут прямо под боком растет. Что попадет, то и возьмем. Ой, какая-то птичка за 1,5 метра подлетала. Пугает. Короче, лето для урожая, я бы сказал, не особо благоприятное. Прошлый и позапрошлый год тут обильно так было. Да, так обильно и зрелое, а тут какая-то недозрелая. Сегодня хоть какой июля-то? 18, по-моему. 18-е, вторая половина июля. Морозка уже должна подходить. Да. А тут красная смородина еще не дошла. Ну, дно почти закрыл. О, нифига! Когда это ты успел? Так, ну и ладно. Она же кислая, много... Сыпь. Да. Где-то около стакана есть. Как-то ты грустно смотришь на жизнь. Кружка? Почти. Ой. Кислятина. Я скажу, Лариса Батьковна, это подарок. И буду следить. Морщиться нельзя. Только показывать наслаждение от лесных витаминов. Плыны зеленые. Ну и ладно. Много тоже вредно. Язва будет от кислоты. Ну, вроде заходим. Блин, обратно, не знаю, минут 10. Какой 10? Ну да, 10 минут шли и 10 минут собирали ягоду. Так. Где лодка? О! А лодка-то прямо напротив. Мы правильно остановились. Что только не туда пошли, а прямо. Ну, Валерий Батькович, понятно. Мы на песок остановились, а тут... ну, ладно. Вышли прямо на лодку. Прямо напротив. Мама, я первый. Ну да. Не знаю, наверное. Вроде нос-то не выдергивал на песок.
О, точно, вода падает. А вода реально упала за день, пока мы там гуляли. Практически насухо стало. Вылезла. Я его прыгнул, а тут она чуть не на песке стала. Ну ладно. Все, 5:30 вечера. Пора домой. Солнце уже достаточно низко. Так, ну что, давай. Ух ты! Подтолкнулся. Хотел попробовать поблеснить абсолютно новую блесну я купил. Ну ее в баню, поздно. Домой гоним полным газом. А куда приставать-то? Проскочил! Что-то я запутался. Куда и приставать-то, блин? Так, вон туда, дальше. Так, сейчас, секунду. Все, вот как я запутался. Погуляли. Ну и день хороший был. Да. Не могу сказать, что сильно тепло. Вон куртку пришлось одеть, чтобы не замерзнуть на реке. А так я в рубашке ходил. В общем, полные 10 часов мы сегодня работали. Капитальный какой-то у нас поход получился. Как до озера 1,5 часа добирались, Не я весь говори. мокрый был. Я тоже. А сейчас уже у меня все сухо. Ага, Высохло за день на мне. да. На мне тоже. Ладно. Осталось погадать, на подовый хлеб сыктывкарского разлива что-то попадет или нет. Ну, поживем, увидим. Солнце скрывается за лесом. Все. День, в принципе, закончился.